Оборудование специальное, все сертифицированное, сенсорные дорожки. Различные тактильные мячи, дорожки, сенсорный гамак. Дефектолог Людмила Закирова с воодушевлением рассказывает о новых приобретениях. Она тоже мама ребенка с диагнозом аутизм. Раньше работала экономистом, но чтобы помочь своему ребенку, связала свою жизнь с этим центром. Да, с ребенком с аутизмом очень сложно работать, потому что сначала ты составляешь сенсорный профиль ребенка, опрашиваешь родителя, смотришь на как ребенок развит, да, и ты должен подобрать ему такое занятие, которое будет ему и интересно, потому что у нас занятия в игровой форме проходят, и также полезно для здоровья, чтобы развивались все его сенсорные системы. Расстройство аутистического спектра или аутизм – очень сложное мозговое нарушение, которое влияет на ребенка в целом. Таким детям сложно интегрировать с миром и обществом, так что все усилия и родителей, и педагогов направлены на то, чтобы раскрыть ребенка и приучить его к простым социальным навыкам. Он удивился, что я здесь, он обычно непривычно ему здесь. Молодец. Для 9-летнего Алгыза непривычно видеть маму в центре. Обычно детки здесь занимаются без родителей. В этом году он впервые стал школьником. Но, несмотря на это, посещает центр как дополнительное занятие 2 раза в неделю. Здесь наши педагоги, руководители, все для нас уже родные люди. Здесь нас все понимают, принимают сына таким, какой он есть. Мы очень любим нашу студию и хотим, чтобы она дальше развивалась и чтобы она всегда работала. Большое внимание здесь уделяют развитию мелкой моторики. К примеру, арт-терапия – одна из действенных способов развить координацию рук. Во время творческих занятий педагоги лучше чувствуют внутреннее, эмоциональное и психологическое состояние ребят. Ему это очень нравится. Кристина сейчас как раз-таки увлечена обучением, разные личные тактильные ощущения. Да, молодец, Кристина. Все, она убегает у нас уже. Давай докладывай. И с каждым ребенком так индивидуально, да? Да, с каждым ребенком у нас проходят индивидуальные занятия. Центр «Особый ребенок» – общественная организация. Создали ее родители детей с аутизмом в 2013 году без государственной помощи. Сегодня это место практически единственное в Якутске, где дети с такими нарушениями могут получить полный комплекс различной помощи. У нас проводятся индивидуальные занятия, групповые занятия для дошкольного возраста, групповые занятия «Росток» для школьников и групповые занятия для взрослых ребят плюс 18 снегири. То есть мы детей сопровождаем со дня обращения к нам до взрослой жизни. У центра нет собственного здания. Эта заветная мечта педагогов и родителей пока остается несбыточной. Между тем, для размещения всех групп приходится арендовать несколько помещений в разных частях города. Уже совсем скоро истечет срок их аренды. Это значит, центру вновь придется искать, где разместиться. Такой вот неудобный бонус для тех, кто занимается таким важным делом. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск.